Средняя школа номер 17 имеет почти вековую историю со сложившимися традициями и ценностями. Началась она в далеком 1922 году. В здании дома купца Березницкого была открыта 7-летняя школа имени 8 февраля, названная так в честь праздника водников. В 1934 году школа становится 10-летней. В страшные годы войны ушли на фронт учителя и выпускники нашей школы. Тяжелые испытания закаляли характер, воспитывали патриотизм и любовь к родине. Победа досталась дорогой ценой и послужила стимулом к новым свершениям. Учителя и учащиеся участвуют в республиканских туристических слетах. Открывается спортивный класс и шоу-балет «Рандеву». Знаменательным событием стало открытие первых классов с казахским языком обучения. Обретение независимости страны дало начало новому и прогрессивному системе образования. Школа вышла на международную арену, входит в европейскую сеть школ по внедрению здоровьесберегающих технологий и выиграла грант фонда Сорос Казахстан. Из послания лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева «Мәңгілік ел» – это идея, которая открывает завтрашний день, выражает веру в будущее. Это символ необратимой и прочной стабильности. Поддерживая патриотический акт, были пересмотрены целевые ориентиры. Коллективом решено следовать священным ценностям, укрепляя, храня и передавая от поколения к поколению 7 незыблемых основ. При поддержке родительской общественности в школе был открыт кабинет «Мәңгілік ел», который стал центром духовного и патриотического воспитания учащихся. В современном Казахстане идет становление новой системы образования, ориентированной на мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями педагогической теории и практики. Осознание учителем важности быть в потоке инноваций стимулирует его к самообразованию, повышению квалификации и способствует личностному росту. Одной из принципиальных особенностей управления в 21 веке является горизонтальное лидерство, в рамках которого возможно расширение сотрудничества между учителями и обмен инновационными эффективными идеями. Это позволяет коллективу успешно осваивать и внедрять новые технологии, приемы, методы, стратегии через коучинги, круглые столы, семинары, lesson study и action research. Возникает вопрос, в школе учатся только ли ученики? Ответ однозначный – нет. Действует принцип самообучающейся организации. Учатся не только ученики, но и учителя, причем на рабочем месте и коллективно. В этом помогает работа сетевого сообщества «Ынтымақ», в центре которого аутентичное обучение. Ежегодно учителя школы принимают участие в конкурсах разного уровня, занимают призовые места и являются примером для своих воспитанников. В школе действует виртуальный психологический кабинет «Служба психолог онлайн», представляет возможность выйти на новый стандарт общения, психологическую консультацию в режиме реального времени, где можно всегда рассчитывать на эмоциональную поддержку и внимание к возникшим проблемам. Современное образование является доступным для всех. Поддержка детей, отличающихся от других, – это основная идея инклюзивного образования. Созданная коллективом школы совместно с родителями коллаборативная среда вдохновляет учащихся на достижение высоких результатов как в учебе, так и в творческих конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. С целью физического воспитания в школе функционируют секции футбол, волейбол, баскетбол, карате, теннис, танцы, а в целях интеллектуального воспитания – шахматы, шашки и тоос-хумалақ. Достижению высоких результатов учащихся также способствует материально-техническая база. В школе 13 интерактивных кабинетов, 5 проектно-демонстративных досок, 3 передвижных проектора, 2 спортивных зала, мастерская девочек и мастерская мальчиков, библиотека с богатым книжным фондом. В 2017 году школа признана лучшей организацией среднего образования и стала обладателем символа мудрости и знаний.
а в 2018 году в рамках реализации программы «Рухани Жаңғыру» по инициативе Акима области были открыты современные кабинеты робототехники и биологии с модифицированным оборудованием. Работа в этих кабинетах дает возможность сделать учебный процесс более современным, насыщенным и увлекательным. В целях воспитания духовных ценностей и практической ориентации обучающихся были созданы клубы «Елбасы Жолмен», «Асыл Қазына», «Шанырақ», клуб билингвов, «Эко-клуб», «Робоклуб» и студия вокала «Атамекен». Большой вклад в работу школы вносит родительская общественность. Благодаря триангуляции учитель, ученик, родитель, внедренный в учебный процесс, каждый участник чувствует себя причастным к образовательному процессу. В школе функционирует консультационный центр по подготовке к итоговой аттестации. Школа трудится в едином направлении, преследуя одну миссию, одну цель – создание благоприятных условий для формирования образа успешного и функционально грамотного ученика. Тем самым коллективом школы была определена перспективная тема – формирование универсальных учебных действий в условиях обновленного содержания образования. Если меня спросят, что значит для меня наша школа, я бы ответила так. Наша школа – это мастерская, это кузница талантов, это кузница формирования мысли подрастающего поколения, чтобы она была уверенной, самостоятельной и могла свободно ориентироваться в нашей жизни.